Всем привет! Рад вас снова видеть в нашей рубрике, где мы разбираемся, как дружить с нашими деньгами. Сегодня у нас супер важная тема – это финансовый план. Знаю, звучит, наверное, скучно, но это как карта сокровищ для ваших желаний. Давайте вместе разберемся, зачем он нужен, как его составлять, чтобы он реально работал. Так, давайте с вами честно. Кто из вас не мечтал о новой квартире, крутой тачке, последнем айфоне или отпуске где-нибудь на островах? А еще учеба в хорошем месте. Список можно продолжать, правда? Хочу то, хочу это, хочу. И это нормально. Вопрос в другом. Где же на это взять деньги? Ответ, в принципе, очевиден. Зарабатывать, откладывать, ну и в идеале приумножать. Но как же это сделать не хаотично, а с умом? Вот тут нам и поможет финансовый план. С чего же начать? Берем лист бумаги или открываем заметки. Выписываем туда все свои хотелки прямо списком. Напротив каждой укажите примерную стоимость. Вот вам супер совет от меня. Добавьте в этот список подушку безопасности. Это ваш финансовый щит на случай непредвиденных ситуаций. В идеале это ваш доход от 6 месяцев. Очень важная штука. Окей, список есть. Теперь самое интересное. Расставляем приоритеты. Что для вас важнее и срочнее прямо сейчас? Может быть, ваш нынешний смартфон вполне еще рабочий, и менять его не горит. Но если вы, например, блогер или снимаете видео для работы, то новый телефон – это уже инвестиция в качество, в новых клиентов, а значит и в доходы. Понимаете, да? Или вот машина. Хочется, конечно, но если вы работаете из дома, так уж ли она вам необходима? А может наоборот, вы каждый день 2 часа в общественном транспорте мучаетесь или тратите деньги на такси? Тогда да, машина может быть в топе списка. В общем, смотрите на свой образ жизни и честно отвечайте себе на вопросы, а что вам реально нужно. Следующий шаг – сроки. Тут 2 варианта, как подойти. Первый вариант – смотрим на свои текущие доходы и прикидываем, сколько понадобится времени, чтобы заработать нужную сумму. Например, квартира стоит 1 30 000, 20% первоначальный взнос, а это 6 миллионов тенге. Если откладывать по 125 тысяч тенге в месяц, то это будет 4 года. Пример с той же квартирой. Вы хотите накопить 6 миллионов первоначалки за 2 года. Тогда надо откладывать по 250 тысяч тенге в месяц. При этом должно оставаться еще на жизнь, так что от этой суммы считайте, сколько вам нужно зарабатывать. Знаю, на этом этапе у многих могут опуститься руки. Цифры иногда пугают, и кажется, что с текущими доходами это нереально. Но стоп, это не повод сдаваться, а повод еще раз посмотреть на свои доходы и расходы. Подумать, где еще можно подзаработать, а где можно ужаться без ущерба для качества жизни. Иногда, чтобы что-то изменить, нужно пересмотреть все. Свой образ жизни, привычки, а может быть даже сменить профессию. Как кредитный аналитик в Билайн я часто наблюдаю историю, когда люди брали кредит на обучение, получали востребованные новые навыки, и их доходы возрастали больше, чем в 2 раза. Если вы тоже об этом думали, то, например, в приложении Жанымда вы можете оформить кредит на обучение пару кликов, и там еще дают приятные бонусы: 15 гигабайт интернета, плюс 1% кэшбэка в Simply и до 3 платежей в подарок. Ведь когда ты знаешь, к чему ты идешь, шаги в этом направлении делать гораздо легче. Удачи вам с вашими финансовыми целями!